В социальных сетях то и дело можно наткнуться на сомнительный контент. Публикации не обязательно сразу призывают пойти и совершить преступление. Это может быть пропаганда и публичная демонстрация запрещенной символики. Но незнание закона не освобождает от ответственности, что доказал и недавний случай. Молодой человек, не понимая, например, разместил у себя на аккаунте в социальной сети ВКонтакте фашистскую символику, именно нацистскую символику, и не понимая, что это данное размещение символики является административным правонарушением. И данное лицо было привлечено к административной ответственности по статье 2029. Еще не окрепшая психика, разделение по религиозным течениям, интернет-влияние вербовщиков, причины, которые ведут к противоправным действиям, экстремизму и терроризму. На молодых людей, которые только выбирают свой жизненный путь, гораздо легче воздействовать, внушить им ложные представления о добре и зле. Распространяют материалы экстремистского содержания, которые уже признаны судом экстремистскими, а также комментируют видеоролики, фотографии с насильственными действиями. Под ними пишут комментарии, которые содержат экстремистское направление. Это возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку, по религиозному признаку, по полу, по расовой направленности. Российское законодательство ориентировано на охрану прав личности, обеспечение стабильности госструктур. В стране действует ряд нормативно-правовых актов для борьбы с распространением экстремизма и терроризма. Более суровое наказание за эти преступления. Они в Уголовном кодексе предусмотрены следующие статьи. Это 205, 208, 280 и 282. Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства статья. И статьи, сопутствующие 222, 223, и также прямые статьи к 223 и 205, 208. Наказание за совершение противоправных действий с использованием националистических или религиозных факторов неотвратимо. Главными методами борьбы с терроризмом и экстремизмом являются методы оперативно-розыскной работы посредством их предупреждения, выявления и пресечения. В наше время преступления, они в основном сперва раскрываются сразу по горячим следам. Все преступления, которые совершаются первые несколько дней, раскрываются по горячим следам, а остальные преступления в ходе следствия бывают раскрыты, и лица, которые совершили преступление, привлекаются к уголовной ответственности. Работа по предотвращению экстремистских и террористических действий в Ингушетии продолжается по сей день. Тамара Хашагульгова, Акрамат Асхоев, Магаз 24.